لقاء الأربعاء غيظ العقول ويهدي الحائرين خطى الرسول يقر العين تشفى به الصدور وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Мы с вами встретились, чтобы поговорить об одном шариатском вопросе, вокруг которого очень много разговоров, и каждый высказывается по этому вопросу. Как говорится, без ограничений, мы постараемся в течение нескольких минут раскрыть эту тему посредством того, что откроет нам Всевышний Аллах. Мы поговорим с вами о Мавлиде, достопочтимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма, и его появление на этот свет, дарованного милостью и благом от Всевышнего Аллаха, свят Он и велик. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, появился на свет в понедельник, и в том нет разногласия, потому что он сказал об этом дне: «Это день, в котором я родился». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, появился на свет в месяц Рабиуль-Ауаль, и в этом тоже нет разногласия, кроме очень слабого разногласия, на которое не стоит обращать внимание. Приведено, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, родился в первый день Рамадана, но, как мы сказали, на это слово не стоит обращать внимание. Итак, он родился в понедельник, в месяц Рабиуль-Ауаль. В какой из дней Рабиуль-Авваля? Здесь у ученых возникло разногласие. Некоторые ученые сказали по прошествии 2 ночей, то есть на второй день, некоторые сказали на 8-й день, некоторые сказали в первый понедельник месяца Рабиуль-Авваль. Распространенное мнение среди большинства уммы – это то, что пророк родился 12 числа месяца Рабиуль-Авваль, в понедельник, после известного случая со слоном по происшествию 50 ночей. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, появился на свет и своим появлением оказал честь этому миру. И это благодатное появление, так как Всевышний Аллах в своем Коране сказал: «И мы не послали тебя, кроме как милостью для миров». Таким образом, его благословенное появление, а также послание, которое последовало за ним, являются милостью для всех миров. Как говорит наш Владыка в Коране: «Мы не послали тебя, кроме как милостью для миров». И этот день из-за его чести и огромного блага, которое оказано нам Всевышним Аллахом в этот день, заслуживает быть почитаемым, возвеличиваемым. На почтенность и величественность этого дня указал сам пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, в известном хадисе, где он сказал, когда он был спрошен о посте в день понедельника, он сказал: «Посмотрите, как пророк приводит причину, этот день, в котором я был рожден». Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, постился в этот и установил для своей уммы, как сунну поститься этот день, в котором я был рожден, день, в котором я был послан, и день, в котором мне был ниспослан Коран. И так как появление пророка, мир ему и милость Аллаха, является огромной милостью и великим благом для этого мира, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, садились в мечети для того, чтобы изучать это благо и напоминать об этом друг другу. Пришло в хадисе, которое передал имам Ан-Насаи со слов Абу Саида Аль-Худри, что Муавия ибн Абу Суфьян сказал: «Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, вышел к нам в мечеть, когда мы сидели в кружке, и сказал: что заставляет вас сидеть здесь?» Сподвижники ответили: «Мы сидим здесь, взывая к Аллаху, воздавая Ему хвалу, Аллаху, за то благо, которое Он оказал нам, наставив на религию и Твоим появлением». Пророк сказал: «Клянетесь Аллахом, что вы сидите только из-за этого?» Пророк же, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Я не заставил вас клясться из-за того, что подозреваю вас во лжи, а потому что ангел Джибриль пришел ко мне и рассказал, что Аллах кичится перед своими ангелами, вами. Они сели для того, чтобы обсудить те блага, которые дарованы им Всевышним, и из самых великих благ послание пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и дар Всевышнего Аллаха этого пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, миру». Являлось ли действие сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, противоречащим пророческому пути,
то, что они сидели для того, чтобы вспомнить благо Аллаха и дар Аллаха, разве это было противоречащим пути посланника Аллаха? Нет, ведь пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, в достоверном хадисе передано, что когда он переселился из Мекки в Медину, он увидел, что иудеи постятся в день Ашура, и когда он спросил иудеев, «Почему вы поститесь в этот день?» Они ответили, «Это день, в котором Аллах даровал спасение Мусе». И пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, «Мы более достойны почитать Мусу, чем вы». И пророк постился в этот день и приказал поститься. Какова причина этого поста? Причина этого поста – благо, дарованное Аллахом. И что это за благо? Это спасение пророка Мусы. Ведь послание нашего пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, и его появление на свет является более великим благом, чем спасение Мусы, и оказывать внимание этому дню является разрешенным в шариате. Ведь когда пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, постился в этот день и приказал поститься, ведь это был не тот день, в котором спасся Муса, а был день, подобный этому в глубокой древности. Это указывает на то, что люди всегда, когда наступает тот день, в котором была оказана милость, обращаются к Аллаху с благодарностью за эту оказанную милость. Можно ли благодарить Аллаха за рождение пророка и за его послание, и за досточтимый Коран весь год? Да, можно. Нет в этом ничего предосудительного. Когда хатиб поднимается на минбар, чтобы поговорить о Рамадане, когда приближается Рамадан, или о хаджа, когда приближается хадж, то точно так же люди говорят о рождении пророка. Когда приближается время, в котором родился пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы напомнить об этом дне, и потому что этот день приблизился, и чтобы речь соответствовала времени, и когда приходит хатиб, чтобы говорить с нами о посте в месяц Рамадан, о его адабах, суннатах в последние 10 дней Шаабана и повторяя каждый раз по 10 раз в год, мы же не говорим, что это является нововведением, потому что это соответствует случаю. Точно так же, когда приходит время рождения пророка, люди говорят об этом. Мы не должны называть это нововведением. И когда утвердилось, что день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, является почитаемым и возвеличиваемым согласно словам самого пророка, это день, в котором я был рожден, то необходимо использовать это досточтимое время, точно так же, как мы используем почитаемые места. Поэтому Хафиз ибн Раджаб, также Хафиз ибн Хаджар сказали, что когда наступает благое досточтимое время, необходимо рабу спешить для того, чтобы использовать это время, потому что в этом великое благо. И потому мы делаем много благих дел в месяц Рамадан, также делаем много благодеяний, когда отправляемся к Каабе. Почему? Чтобы использовать досточтимое время, а также почитаемое место. Также в хадисе, который группа ученых посчитала достоверным, говорится: «Воистину среди дней вашей жизни есть дары, так попытайтесь же получить дары Аллаха, дары, баракат, свет». И поэтому человеку необходимо использовать это время и получить пользу от него. Также, когда мы говорим о праздновании дня рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мы должны разъяснить, что же означает празднование. Арабское слово «яхтафаля» означает оказывание внимания, отдать чему-либо достойное место таким образом. Когда говорят празднование чего-либо, то в арабском языке подразумевают оказание внимания этому, будь это один из национальных случаев, один из религиозных случаев. Так можно ли порицать мусульманина за то, что он оказывает внимание рождению посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, оказывает внимание времени, в котором появился посланник Аллаха? Или мы должны сказать ему, что это время должно пройти, не оказывая никакого внимания ему? Означает ли это также, что в этот день из радости рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, мужчинам и женщинам надо собраться вместе и совершать предосудительные в шариате действия? Нет же, это отвергаемо. Таким образом, мы, празднуя, оказываем внимание этому времени, тем, в чем довольство Аллаха и Его посланника. Что же означает или подразумевает под собой празднование?
Да, мы сказали, что сподвижники собирались в мечети для того, чтобы обсудить благо, оказанное Аллахом через появление его посланника. Но празднование посланника, саллаллаху алейхи вассаляма, после этого приобрело форму упорядоченности и систематизированности. После этого у праздника появились части. Как в национальных праздниках приходит некто, произносит речь, затем приходит черед произносить речь другому, и затем приходит черед религиозного пения нашидов. То есть в этом появилась упорядоченность. Также празднование Мавлида установилось после 3 первых веков, что люди по прошествии 3 первых веков собираются, первый из них начинает читать Коран, затем другой читает из жизнеописания пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, затем третий произносит нашиды, затем 4-й, 5-й и так далее, пока хозяин дома не угощает присутствующих на этом маджлисе. Затем, после того, как хозяин угостил всех гостей, прощаются друг с другом словами «Ассаляму алейкум» и расходятся. Это является празднованием Мавлида. Так из чего же он состоит? Из Корана, из зикра, из чтения нашидов, угощения людей. И в этом нет ничего, что противоречит шариату. Это празднование появилось достаточно в раннее время, распространилось на Востоке и Западе, и ученые всего мира приняли его, потому что ученые фикха, наши имамы, когда приходило нечто новое, они клали это на весы шариата. После того, как они положили это новое на весы шариата, если оно не противоречит, а наоборот соответствует шариату, они принимали его. Если оно противоречит шариату, то они отбрасывали его, отвергали. Это путь, в котором ученые следуют пророческому пути, который, когда переселился в Медину и увидел, как иудеи постятся в день Ашура, принял это от них. Потому что это законное действие из-за законной причины, которая ставит собой высокую цель. Также поступали и ученые. Нам передает Ибн Джубайр, который не является советом Ибн Джубайр, а является историком-путешественником из поздних ученых, рассказывает об одном своем путешествии. Вы знаете, что ученые раннего времени оказывали внимание науке, которая называется наукой путешественника. Так Ибн Джубайр, Ибн Батута и путешественники путешествовали по странам и записывали все, что они видели. Из очаровывающей природы и социальных норм и обычаев Ибн Джубайр передает, что он видел, что люди заходят в то место, где посланник Аллаха родился на этот свет. Это святое место, где произошло благословенное рождение пророка, которое Аллах сделал милостью для миров. Это место открывалось для того, чтобы люди зашли туда в месяц Рабиуль-Ауаль, для того, чтобы снискать благодать от этого места. И в день понедельника этого месяца, потому что это месяц рождения пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. И в этот день открываются врата для всех желающих зайти и снискать благодать. И это известный и многолюдный день в Мекке. Ибн Джубайр, о котором мы говорим, родился в 539 году и умер в 614 году по хиджр. Его путешествие, о котором он говорит, и его посещение Мекки было в 579 году. Он говорит: «Я вошел в Мекку в 579 году и нашел у них этот обычай, который они проводили до моего посещения Мекки. Таким образом, это было в VI веке. И он говорит нам, что это был обычай, устоявшийся в Мекке и до этих времен». Имам Абу Шама аль-Макдиси, великий ученый из числа ученых хадиса, говорит в своей книге «Два сада в описании истории двух государств». Во втором томе, страница 172, говорит о праведном рабе Умар Мулла, к которому приходили люди, а также правители и ученые фикха для того, чтобы снискать благодать. Каждый год во время Мавлида он приглашал людей для того, чтобы праздновать Мавлид пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, на котором также присутствовал правитель Масула, а также поэты, которые восхваляли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Также поступал праведный правитель Нуруддин Зинки, который воспитал Саляхуддина Аюби, который являлся непосредственным приближенным
и советником у правителя Масула. Также в иракском городе Эрбель праведный суннитский правитель Абу Саид аль-Кукабри, которого назначил правитель Саляхуддин аль-Аюби, в 586 году проводил мавлид и праздновал рождение пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Также поступали племена Бану Азаби в Марокко, то есть Масул, Ливан, Марокко, Мекка. Все эти места праздновали рождение пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Также приводятся сведения от историка имама Ас-Сафади. Также передается от имама Сахави, что он заходил в место, где проходит мавлид посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и читал книгу о мавлиде, которая составлена имамом Хафизом аль-Ираки. Он читал эту книгу и отдавал право на нее студентам. Затем имам Сахави говорит, что он сам составил книгу о мавлиде и отдавал иджазы на нее своим ученикам. Также Макризи в своей книге «Наставление и получение пользы история наследия» говорит, который раскрывает, как проходило это социальное явление, как взаимодействовали с ним ученые, кади, правители во время мавлида пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Он говорит, что когда приближалось время мавлида, устанавливался огромный шатер, в котором садился правитель справа, от него садился шейхуль-ислам Сиражуддин аль-Булкини. Рядом с ним садился шейх Ибрахим Бурхануддин аль-Магриби. Вслед за ним сын шейхуль-ислама. Слева от султана садился шейх Абу Абдиллах ибн Салама. Затем следовало место верховных кадиев 4 мазхабов – шафиитов, ханафитов, ханбалитов, маликитов. Также другие ученые все присутствовали на этом маджлисе, а также все правители, подчиняющиеся султану. Затем, когда завершалось чтение Корана, произносились нашиды, и произносивших нашиды было более 20 человек, и их вознаграждали суммой 400 дирхамов. Затем рассказывает, какие явства там были, что там присутствовали нашиды. Таков был вид празднования мавлида в исламском мире. Как мы уже сказали, у имама Сахави была книга, составленная им о мавлиде, и он передавал иджазы на нее. И имам Сахави говорит, что этот вид мавлида, как мы сказали, начинающийся с Корана, затем чтением мавлида, угощениями и так далее, не был известен во время праведных предшественников. Затем некоторые люди вырывают это предложение, ставят там точку и говорят, что имам Сахави говорит, этого празднования не было, это является нововведением. Нет, имам Сахави не говорит этого. Вам следует завершить то, что говорит Сахави. Имам Сахави, величайший мухаддис, говорит, этого никто не делал из подвижников, из праведных предшественников. Но затем это распространилось во все стороны исламского света, и мусульмане не переставали праздновать это. Проводя мавлид и раздавая различные виды милостыни, из-за этого на них не переставала ниспосылаться большая благодать от Аллаха. Так говорит имам Сахаба в своих фетвах. Имам Абу Шама аль-Магдиси говорит, из самого благого, что введено в эти наши дни, это что происходит каждый год в Эрбеле из раздачи милостыни, благих деяний, из украшения, а также появления радости среди людей. И это вместе с благим, что совершается по отношению к беднякам, является показывающим любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Имам Джазари говорит то же самое. Также имам Ибн Хаджар аль-Аскаляни в своем комментарии на Аль-Бухари, называемом Фатхуль Бари, говорит, основа мавлиди — это новшество, то есть ранее не было известно. Но не в этом смысле, что оно отвергаемо в шариате. Доказательством этого завершение слов Ибн Хаджара. И он говорит, основа мавлиди — то, что это новшество не передается проведение мавлида. Нет одного из подвижников, нет одного из табиинов, нет никого из последователей табиинов. Но вместе с этим празднование мавлида заключает в себе как поощряемые, так и порицаемые дела. И тот, кто будет остерегаться порицаемого и выполнять достойные в шариате вещи, то в таком случае это будет благим новшеством. Затем он сказал, что поводом тому, что праздновать мавлид разрешается, может быть хадис, который передан в обоих сборниках, где передается пост посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда он переселился в Медину, а именно в день Ашура.
Его речь в этом вопросе является довольно длинной. Также имам Ибн Аббад Аль-Малики сказал красивые слова по этой теме. Также имам Аль-Касталани, который является комментатором Сахиха Аль-Бухари, в своей Аль-Мавахибуль Ладуния говорит красивые слова на тему Мавлида. Также большой ученый Бахар Аль-Хадорми в своей книге Хадаикуль Анвар говорит красивые слова по этой теме. Все они сходятся на том, что празднование Мавлида является одним из самых красивых, самых благих и самых величественных дел, которые проводились поздними учеными. Также, что празднование Мавлида не является противоречащим шариату, и что оно является соответствующим цели шариата, и что оно является причиной вспоминания посланника, саллаллаху алейхи вассаляма. Те же, кто запретили празднование Мавлида, мы сказали, что все ученые сошлись в разрешенности этого деяния, и что разрешенность этого была среди них известной, и никто не оспаривал ее. То те, которые запретили его очень малым количеством, буквально можно пересчитать на пальцах одной руки. Те, кто запретили празднование Мавлида, их мало, как мы сказали. Они приводят несколько доводов, и мы ответим на них вкратце, кроме одного довода, который мы разберем пошире. Первый довод — это что те, которые впервые праздновали Мавлид, не являлись последователями сунны, и что те, которые впервые придумали это дело, являются шиитами-фатимидами. На него мы ответим двумя ответами. Первый ответ — это то, что мы не допускаем, и нет доказательства, что впервые Мавлид праздновался фатимидами. Второй ответ — это если мы допустим, что именно они впервые ввели празднование Мавлида, то означает ли это, что празднование Мавлида является недопустимым, или что оно является принимаемым в шариате? То, что некто впервые ввел это дело, не является доказательством того, что это неприемлемо или приемлемо. Наоборот, мы берем это дело и кладем его на весы шариата. Именно шариат указывает, дозволено это дело или же недопустимо. Это был пророческий путь, ведь когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в Медину, он увидел, что иудеи постятся. Он же не сказал, что это иудеи постятся, поэтому нельзя поститься. Они сказали, мы постимся потому, что этот день, в котором Аллах даровал спасение Мусе. А это благое дело. Это научный путь не только в этом вопросе, но и в других вопросах. И дальше мы приведем слова ученых по этому поводу. Таким образом, то, что этот Мавлид был проведен фатимидами, не является доводом или же доказательством его запрещенности в шариате. Также в качестве довода они говорят, ваши же ученые сказали, что Мавлида не было и что оно является нововведением, и ведь каждое нововведение является заблуждением. Мы говорим, что разбирать вопросы с такой поверхностью не является научным путем. Правильным же научным путем является посмотреть, является ли это достоверный хадис общим таким образом, что он не принимает конкретизации, или же он является общим, но который может быть конкретизирован. Я приведу слова имама Шафии, который является защитником сунны, который является шейхом людей сунны и согласия, который является учителем имама Ахмада ибн Ханбала, который является учеником имама Малика. Имам Шафии говорит, нововведение делится на два вида – на восхваляемое и порицаемое. То, что соответствует сунне, является восхваляемым, а то, что противоречит сунне, является порицаемым нововведением. Это передал от него Абу Нуам. Также имам Аль-Байхаки в книге «Манакиб Шафии» передает слова имама Аш-Шафии. Все нововведения являются двух видов, то есть все, что люди ввели, делится на два вида. То нововведение, которое противоречит Корану и Сунне, передаваемому от сподвижников или единогласному решению ученых, является порицаемым, и такое нововведение отвергается. А то, что введено из благого, подобное тому, что заключает в себе чтение Корана, зикра и другие благие дела, и не противоречит упомянутым вещам, то это непорицаемое нововведение. Как мы сказали, это передает Аль-Байхаки в книге Аль-Манакиб имама Аш-Шафии, Абу Нуайм в Хилятуль Аулия, Ибн Таймия в Дар'у Таарудин Накли валь Акль,
Ибн Таймия говорит, что эти слова, переданные имамом Аль-Байхаки с достоверным иснадом. Имам Хаттаби сказал о хадисе: «Каждое нововведение является заблуждением», что этот хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является конкретным и относится к определенным деяниям. Мы говорим имаму Хаттаби: «Наш имам, ты же сказал, что этот хадис является конкретным в некоторых делах, а не является абсолютным. Так по какому же критерию мы узнаем это?» Имам Хаттаби говорит: имам Хаттаби умер в 388 году по хиджри, до пришествия большой группы ученых хадиса. Имам Аль-Хаттаби говорит после его слов, что этот хадис не является общим, что он является конкретизированным в некоторых деяниях. Дальше он говорит: послушайте, это очень важно. Всякая вещь, которая введена, и ей не свидетельствует основа в шариате или же никак не соответствует этому, то это является порицаемым. Если же строится на основополагающих правилах шариата и возвращается к ним, то это не является бид'атом и не является порицаемым. Это говорит шейх имам Аль-Хаттаби в своей книге «Ма'алимус Сунан», 4 том, 301 страница. Абу Шама говорит, что благие нововведения сошлись в дозволенности их, а также сошлись на желательности их. И до конца его слов мы спросим шейха: «Абу Шама, ты говоришь, что благие нововведения не порицаются. Каково твое мерило? Люди же могут привнести в религию многое из того, чего нет в религии. Послушайте, что говорит этот ученый. Ведь эти ученые ощущали тот аманат, который лежит на них за эту религию. Они не расширили то, что сделал Аллах узким, и не сужали то, что Аллах оставил обширным». В разъяснении Абу Шама говорит: все это привнесено в религию и не противоречит правилам шариата, и из-за совершения которого не следует порицаемое в шариате, имам султан ученых Изуддин ибн Абду Салам говорит, что нововведение — это все то, чего не было во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И оно разделяется на 5 шариатских норм. Среди них запретное, обязательное, желательное, нежелательное и дозволенное. Чтобы распознать их, надо посмотреть соответствие их правилам шариату. Правилам шариата, если это попадает под правила запретности, то запретно, и если попадает под правила обязательности, то обязательно. Возвращаемся к имаму Навави, который в своем комментарии на Сахих Муслима сказал о словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Все, что внесено, является заблуждением». Говорит, что этот текст является общим, но конкретизированным. Если же речь идет о порицаемых, то это речь идет о большинстве нововведений. Также имам Ан-Навави говорит, что ученые арабского языка говорят нововведения о всем, чего не было во время пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Дальше он говорит, что ученые разделили нововведения на 5 шариатских норм. Говорит, что всякое слово не является противоречащим тому, что этот хадис является хукмом ваджиб, мандуб, макрух, сунна и халяль. Дальше имам Ан-Навави говорит, что слово «всякое» не является противоречащим тому, что этот хадис является конкретизированным. Потому что это слово может быть конкретизированным, как приведено в аяте, что ветер разрушал все, ведь он не разрушил горы, землю и так далее. Имам Куртуби в своей книге «Аль-Муфхим фи шархи Сахихуль Муслим» говорит, что сущность порицаемого нововведения — это то, что введено и не соответствует никакому из правил шариата. То есть смысл его слов в том, что если оно не противоречит ни одному из правил шариата, то оно не отвергается, то есть принимается, потому что не противоречит ни одному из установленных норм и правил шариата. Имам Ибн Хаджар в своей книге «Фатхуль Бари» говорит, что нововведение — это то, что введено в шариат и не соответствует ни одному из общих, ни частных доказательств в шариате. Также говорит имам Абу Саада Аль-Джазари, также говорит и имам Аль-Карафи. Имам Аль-Карафи говорит, истина является разделение новшества на 5 видов и является необходимым доказать или же сравнить то, что введено с нормами и правилами шариата. Если же соответствует нормам и правилам шариата, то оно присоединяется к шариату. Если подпадает под правила обязательности, то является обязательным. Если под правила запретности, то является запретным.
Имам Шатаби после слов Аль-Карафа, опровергая их, говорит: как же он может сказать, что ученые сошлись в порицании новшества, а затем разделяет их на 5 частей? Разве он не знает, что противоречие единогласному мнению является большим грехом? Во-первых, имам Карафи не говорит, что там единогласное мнение. Он сказал: «Итафака асхабуна». Сошлись наши сподвижники, то есть ученые маликитского мазхаба. Он не говорит о всех ученых, он говорит об ученых маликитского мазхаба. Во-вторых, не все маликиты сошлись в опровержении всех новшеств. К разделению новшества на эти нормы до имама Карафи пришли имам Ибн Абдиль-Бар, имам Кади Ияд, имам Абу Аббас Аль-Куртуби, имам Абу Абдиллах Аль-Куртуби, который написал толкование Корана. Все они до имама Карафи сошлись на разделение новшеств на принимаемые и отвергаемые, на одобряемые и на порицаемые. После того, как мы привели большую группу ученых из числа ученых хадиса и фикха, которые разделили новшества на принимаемые и отвергаемые, они спрашивают, какое у вас доказательство на такое разделение? Доказательством являются слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Кто введет в ислам благое дело, и люди будут поступать соответственно ему, после него, то ему будут записаны награды людей, которые совершали это дело после него». Они тебе говорят, ведь пророк не сказал, что кто ввел нововведение, мы отвечаем, что арабское слово «санна» означает изобретение, введение какого-либо пути в ислам. Они говорят, что подразумевается оживление сунны, которая была известна до этого и которую люди оставили. Но это противоречит словам, которые пришли в хадисе дальше. А кто введет плохой путь, то согласно вашему толкованию, кто оживит плохой путь, который был в исламе, а разве в исламе был плохой путь, чтобы его же это оживляли? Это невозможно. Таким образом, хадис отвергает то толкование, которое они приводят. Также приведено, кто введет путь заблуждения, то есть он тот, кто изобрел его, он тот, кто ввел его, а кто ведет путь наставления, путь правильности, то есть он тот, кто ввел его, этот человек. Это все предельно ясно, и поэтому имам Ан-Навави говорит, что эти 2 хадиса, которые я вам сейчас привел, предельно ясно указывают на желательность ведения правильного одобряемого пути и на запретность ведения порицаемого пути в исламе. Его слова длинные, но я вкратце перескажу вам его слова. Он говорит: вне зависимости от того, являются ли эти 2 пути, путь верности и путь заблуждения, изобретением или нововведением этого человека, или же их совершил кто-либо до него, и вне зависимости от того, является ли это преподавание наук, или же поклонение, или же этикет. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: кто введет в эту религию то, что не из нее, то отвергаемо. Хафиз ибн Раджаб аль-Ханбали говорит, что этот хадис своим текстом, своими словами указывает на запрет введения в религию того, что не соответствует ее правилам, и указывает обратным смыслом на то, что будет введено в религию и соответствовать ее правилам, то не отвергаемо. То есть мы смотрим на дело, попадает ли оно под общепринятые правила этой религии. Например, правило «поминайте Аллаха благочестивым поминанием» или «совершайте благо». Дабы вы преуспели, и дело, которое попадает под эти правила, мы находим, что оно не противоречит шариату. Таким образом, мы принимаем это дело, вот каково мерило и каковы весы шариата относительно этого вопроса. Теперь я перейду к 3-му виду довода. Первый довод, если помните, они говорили, что мавлид впервые провели фатимиды. Второй довод, они приводят хадис: всякое нововведение является заблуждением. Мы сказали, что эти слова конкретизированы, и вы можете посмотреть на слова ученых, как праведных предшественников, так и последователей насчет этого вопроса, которые привели. Третий довод, они говорят, что запрещают мавлид, потому что на его собраниях происходят порицаемые шариатом дела в некоторых местах. В некоторые времена, как собрание мужчин и женщин вместе, мы говорим «Субханаллах». Разве если в каком-либо месте происходит порицаемое в шариате дело, что запрещаем для всех людей празднование мавлида? Ведь разве вокруг Каабы совершает таваф? Некто, например, сделал порицаемое в шариате дело относительно женщины,
и так далее, мы что, запретим таваф? Нет же, нам следует обучать людей и порицать эти дела, и предостерегать людей от них. Четвертым же доводом они приводят, ведь день Мавлида является днем смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь надо было нам печалиться, а не радоваться этому дню. Эти слова не имеют никакой ценности относительно науки. Имам Суюти говорит, что появление пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является величайшим благом для нас, а его уход из жизни величайшим горем. А шариат призывает нас радоваться и выявлять блага, и относиться терпеливо к невзгодам и к бедам. Ведь шариат повелевает провести акику, когда рождается ребенок, и призвать людей накормить их и радоваться этому случаю, и не повелел при смерти зарезать животное или же призвать людей к этому и так далее. Наоборот же, запретил оплакивать, запретил выявлять горе. Затем имам Суюти говорит, и является благим в этот месяц, Рабиуль-Авваль, выявлять свою радость по случаю рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и не выявлять свою грусть по случаю смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Эти его слова приведены в книге Аль-Хави Филь-Фатава. Также по этому вопросу он написал книгу Хиснуль Максид фи Амалиль Мавлид имама Хафиза, ученого по усулю, по хадису, по фикху Джалялюддина ас-Суюти. Наконец, пятое их доказательство, и я завершу на этом, потому что лекция длится довольно долго. Это запрещение Мавлида, говоря, что сподвижники больше любили пророка, больше нас, и тем не менее не приводили Мавлид. Разве вы говорите, что вы больше любите пророка, чем сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма? Нет же, не так совершаются дела, и не таким образом разбирают вопросы то, что сподвижники больше всех любили, почитали пророка. Нет в этом разногласий. Имам Малик также любил пророка. Он пришел после него через 80 или 90 лет, и когда ходил по Медине, он ходил босиком, снимал свою обувь, говоря, что он не хочет ходить обутым по местам, по которым ходил пророк. Но ведь сподвижники не совершали этого, и никто не сказал, что имам Малик является нововведенцем из-за того, что он сделал то, чего не делали сподвижники. Это чувство, это нутро, это любовь. Эти чувства противоречат шариату. Если да, то мы отвергаем, если кто-либо зашел в мечеть, кто-либо из почитаемых людей, некто не встал, даже если он любит его, а второй встал, то мы же не скажем, что первый не любит его, а второй любит. Не таким образом взвешивается деяние. То, что Аллах наставил некого и облагодетельствовал тем, что он радуется пророку, да благословит его Аллах и приветствует, или празднует его рождение, собирая людей и так далее. Это не означает, что он является лучше тех, кто не делал, и это правило у ученых. Они говорят, что дополнительное качество, как превосходство в некоторых вещах, не указывает на превосходство абсолютное. Послушайте это от большого ученого. Говорит выдающийся ученый ханафитского мазхаба, ученый хадиса Мулла Али Аль-Кари. Он говорит, что не противоречит, чтобы в том, кто ниже по степени, было качество, в котором он с какой-либо из сторон превосходит того, кто лучше, и выше его по степени дальше. Он говорит, обдумайте эти слова, ведь это место, где многие ошибаются. Аль-Хафиз ибн Хаджар говорит, превосходство в каком-либо из качеств определенных не означает абсолютное превосходство. То, что мы празднуем и проводим мавлид, не означает, что мы лучше и что мы больше любим пророка, чем сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Откуда вы привносите эти вещи? Имам Карафи положил разграничение в своей книге. У него есть большая книга, которая называется «Аль-Фурук». В нем он привел правило, в котором говорится о различии между правилами превосходства и превосходства в каком-либо качестве. Мы просим Аллаха, чтобы Он даровал нам самые лучшие из превосходных качеств, и чтобы Он собрал нас вместе с лучшими из людей, и чтобы даровал нам искреннюю любовь, чтобы Он ввел нас в рай и спас от огня ада.